С самой посадки этого сада с 2014 года мы контролировали завоз этих саженцев, отбирали пробы, смотрели на все виды карантинных объектов. Сад-гигант Ингушетия собирает яблочный урожай. Соответствует ли он ГОСТу? Качество продукции проверили специалисты Россельхознадзора. Вина каждого участника будет установлена после проведения автотехнической и судебно-медицинской экспертизы. ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Есть жертвы и пострадавшие. Подробности в этом выпуске. Воду в селе подадут уже через 2 недели, но власти района уверяют, полноценное обеспечение жителей Аршты живительной влагой – это лишь начало пути по улучшению жилищно-коммунальных условий в отдаленных селах нашей республики. Чистая и бесперебойная вода в село Аршты. В Сунжинском районе при поддержке Роснефти проводят работы по улучшению водоснабжения. Вот здесь заканчивается внутренняя дорога, хотя здесь у нас идет водопровод, проведена труба для водопровода. Как эта дорога будет идти, мы не знаем. Жители Насыркорта и Гамурзиева бьют тревогу. Что будет с жильем, попавшим в зону реконструкции трассы «Кавказ», выяснял наш корреспондент. Этот чемпионат России был отбором на чемпионат мира. Он будет проходить в ноябре с 21 по 25 ноября. Воспитанники спортивной школы имени Хамзата Дзейтова стали призерами сразу 2 всероссийских турниров по карате. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Ингушетия представит на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень» продукцию порядка 30 предприятий. Как отметили в региональном Минсельхозе, это крупные предприятия, такие как «Сад-гигант Ингушетия», ГУП «Нектар», «Атлас», «Зори Кавказа», «Дружба» и другие. Предприниматели надеются заключить на выставке выгодные контракты. Ассортимент продукции, которую повезут в Москву, обширен. Это мясо, колбасные изделия, зерновые, овощи, горчица, горный мед, варенье, соки, фрукты, орехи, бахчевые, молочная продукция, чистая вода из минеральных источников. Напомню, ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет в Москве уже в 21 раз. В этом году она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Она пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Уже несколько лет подряд участвуем. Выставка включает в себя показ достижений сельского хозяйства, реализацию продукции, заключение договоров с другими республиками по экспорту продукции. От нашей республики будет выставлена продукция более 70-80 наименований продукции сельхозтоваропроизводителей. Сама выставка представляется в виде открытой площадки для обмена опытом, заключения контрактов, участия в семинарах, совещаниях, заседаний. В данный момент у нас идет подготовка, то есть площадку мы определили, список делегаций тоже подготовлен, регистрация участников завершена. Продукция высокого качества, выращенная на родной земле, под брендом «Сделано в Ингушетии». Яблоки и другие фрукты из сада «Гигант» отправляются не только на сельхозвыставки, но и поставляются в разные регионы России, пользуясь особым спросом. Сейчас на предприятии собирают урожай. Всего в планах у аграриев собрать 25 тысяч тонн яблок. Говоря о качестве, его проверяют сотрудники Россельхознадзора. В поле зрения ГМО. О результатах расскажет Рина Тичоева. Все строго по технологии. Собирают, очищают и помещают в специальные контейнеры. Современное итальянское оборудование позволяет это сделать быстро. Урожая много, поэтому и нужно успеть в сроки. На предприятии уже собрали больше 15 тысяч тонн продукции. Всего аграриям предстоит собрать 25 тысяч тонн спелого урожая. У нас самая массовая сборка – это Фуджи. Его должно быть около 3000 тонн. И Гренни Смит тоже 2500 тонн яблок мы оттуда соберем. Остался также у нас Пинк Леди. Очень хороший сорт. Мы еще не убрали безымянный сорт у нас есть, который мы скоро будем регистрировать. Новый сорт. Его тоже будем убирать. Уберем Магаз, мы тоже его не убрали. Поэтому, вот эти сорта остались. Закончим где-то 15 октября, 15-16 октября закончим уборку. Только за один день здесь собирают больше 500 тонн. На уборке урожая задействовано больше 700 человек. У нас норма 3 ящика мы собираем. Я стараюсь сделать работу качественно. 4 получается в день.
А вот работа хорошая, нравится? Работа мне очень нравится. Я уже работаю 4 года. Ну, уже 5-й начал. Нравится очень. Мой муж тут работает, и я работаю. Никаких химических добавок, только технологии и ингушская земля. Для тех, кто сомневается, яблоки проходят процедуру проверки на ГМО. Вот и сегодня сотрудники Россельхознадзора Ингушетии берут очередную пробу. Они будут отправлены в ФГБУ Россельхознадзора. Вот на основании этих лабораторных исследований будем знать качество этих яблок. Но еще с самой посадки этого сада с 2014 года мы контролировали завоз этих саженцев, отбирали пробы, смотрели на все виды карантинных объектов и болезней. И по сегодняшний день мы отбираем пробы, смотрим за состоянием, начиная с мая месяца по октябрь месяц, за состоянием этого сада, применяем феромоновые ловушки. Пока лаборатория проверяет качество, немного о самом саде-гиганте. У аграриев большие планы. Через несколько лет должны в разы увеличить показатели. Собирать планируют больше 50 тысяч тонн яблок. Урожай здесь выращивают по особым уникальным технологиям. Для того, чтобы яблоки получились спелые, румяные и вкусные, у аграриев есть свои тонкости. Например, если для одних яблок необходимы излишние солнечные лучи, другим они просто могут помешать в росте. Именно поэтому определенные плоды опрыскивают специальной белой глиной. Глину заранее измельчают. Такие технологии используют ведущие садоводы мира. Здесь, говорят, важно не только посадить и собрать. Не менее важная задача аграриев – сохранить качество урожая. Вот вы видите, стоит контейнер. На данный момент наклеена этикетка, где написана дата уборки, бригадир и рабочие, которые убрали этот урожай и сорт яблок. И каждый, соответственно, при транспортировке, при погрузке, чтобы контролировалось, какой рабочий, какой тракторист, с какой бригады собрали. Все это указывается и все контролируется. Также работают лаборанты, которые отвечают. И в поле лаборанты есть, и на месте, на центральном хранилище. Также лаборанты присутствуют, которые проверяют продукцию на качество, как ее перевезли, контролируется, как вышел с поля контейнер, как он пришел на место разгрузки. Собранный урожай отправляют в холодильные камеры для дальнейшей реализации. Яблоки пользуются спросом во всех уголках нашей страны. Уссурийск – самый дальний покупатель. Крупнейшее предприятие «Сад-гигант Ингушетия» намерено экспортировать яблоки и в арабские страны. В 2020 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 94 гектара сада. Сад в Северокавказском регионе самый крупный. В федеральном округе Северокавказском самый крупный сад. В России не самый крупный, но в нашем округе самый крупный сад. Из всех российских садов, которые сейчас существуют, самый молодой в таком объеме. И самый, наверное, завершенный. Вот такого цикла полностью построенного садового предприятия в России кроме нас нет. Ни одного предприятия. Я знаю все предприятия, которые в России что-то собой представляют. Но чтобы, начиная от проходной, заканчивая до воротами выездными, садом, холодильником, такими мощностями ни один сад не обладает. Генеральный директор сада-гигант Ингушетии в режиме пресс-конференции рассказал о работе предприятия и о его развитии. Трудоемкие, трудозатратные производства являются основой для развития сельского хозяйства. Главная задача всех руководителей любого субъекта – это создание новых рабочих мест, создание новой налогооблагаемой базы, это снижение безработицы, это обеспечение семьи достаточными доходами. Вот то, что сделано в нашем предприятии. Сегодня, по прошествии 5 лет создания нашего предприятия, в саду у нас работает 800, чуть больше 800 человек на постоянной основе. Кроме этого, мы привлекаем до 600 человек весной во время посадки сада и осенью во время уборки. Тем временем сотрудники Россельхознадзора уже получили результаты экспертизы и проверки качества яблок. Мы только что получили протокол испытаний ФГБУ в Никер, где проводились исследования на все вредители, болезни и содержание разных этих. Но по всему протоколу испытаний никаких выявлений по продукции «Сад-гигант Ингушетии» нет. Это начиная с 2014 года по сегодняшний день у нас никаких выявлений не было. Качество яблок уже подтверждено лабораторно, никаких минусов не обнаружено. Это говорит о том, что продукция соответствует ГОСТу. Рина Сычева, Рахман Цуров. Новости 24.
Один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Авария произошла сегодня вечером в районе села Яндари. Лоб в лоб столкнулись «Форд Мондео» и грузовой автомобиль. По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло в результате выезда одного из водителей на встречную полосу движения. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. Причину ДТП и вина каждого участника будет установлена после проведения автотехнической и судебно-медицинской экспертизы. В данное время проводятся следственные оперативные мероприятия по установлению причин ДТП. Минфин Ингушетии запустил конкурсный отбор проектов развития территории муниципальных образований. Цель у конкурса не одна – это вовлечение жителей в осуществление местного самоуправления, выявление наиболее актуальных социально значимых проблем и содействие в решении вопросов местного значения. Участниками конкурсного отбора являются сельские поселения, городские округа и муниципальные районы Ингушетии. Программа поддержки местных инициатив – хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в муниципалитетах комфортнее. Для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявку в Минфин Ингушетии до 20 октября. Чистая вода в каждый дом, в том числе и в отдаленные населенные пункты Ингушетии. Решение проблемы с водоснабжением в селе Аршты проходит в рамках реализации второго этапа программы по улучшению водоснабжения в Сунжинском муниципальном районе. За счет средств Роснефти на это выделено 14 миллионов рублей. Микаэл Тангиев с подробностями. Вот как нам положили, как водопроводку делали, нету воды. Нету воды. Наудаш Бихоеву понять несложно. Как и многие жители селения Аршты, семья уже больше 20 лет страдает из-за проблем с водоснабжением. Женщина живет здесь вместе с мужем, сыном и 5 внуками. Сталкивается с бытовыми трудностями. Приходится чуть ли не ежедневно. Мы воду берем, вон аж далеко, издалека берем. Некоторые сделали у себя скважины во дворе. Бывает, стирает, мыет, в огороде поливает. Нет у нас, мучаемся. Вода, как известно, источник жизни, но в случае жителей этого маленького села она давно стала источником выживания. Чтобы хоть как-то решить этот многолетний вопрос, в Аршты провели монтаж водопроводных сетей протяженностью 8,5 километров, а на окраине села пробурили скважину и установили резервуар-накопитель. Скважину пробурили на глубине более 300 метров. Но оттуда вода идет мутная, в малом количестве и мутная. Ее 2 недели уже промываем. Возможно, она промоется, но в настоящее время она непригодна для подачи воды сюда на населению. Представители Ингуш-регион-водоканала совместно с жителями решили сами докопаться до грунтовых вод. Одно из таких мест нашли быстро на окраине села. Здесь сразу же вырыли каптажный колодец глубиной в 7 метров и вместимостью 10 кубов. Опустили туда обсадную трубу, опустили туда глубинный насосик, и потом этот насосик качает и подает прямо в сеть, тем самым обеспечивая водой хоть часть населения этого населенного пункта. Ориентировочная добыча воды вот этого каптажного колодца составляет где-то 1,5 куба в час. То есть в сутки это выходит где-то в пределах 30 кубов в сутки. Благодаря колодцу появилась возможность ежедневно обеспечивать питьевой водой более 40 близлежащих домов. В дальнейшем мощность насоса будет увеличиваться по мере необходимости. Плюс ко всему в селе планируют пробурить еще 2 скважины глубиной до 25 метров и подачей воды до 120 кубов в сутки. Строительство одной из них уже ведется 2-ю неделю. По поручению главы последние 2-3 недели активно здесь ведутся работы для того, чтобы людям, жителям села была подана чистая вода. И вот сейчас за спиной вы видите, опять же, это силами Ингуш-водоканала. Вот сейчас ведутся работы. Опять же, это здесь грунтовую воду ищем. Здесь, я думаю, дебет будет намного больше. И если вот эту скважину освоим мы, я думаю, 100% обеспечением водой мы закроем это село. Воду в селе подадут уже через 2 недели, но власти района уверяют, полноценное обеспечение жителей Аршты живительной влагой – это лишь начало пути по улучшению жилищно-коммунальных условий в отдаленных селах нашей республики. Параллельно эта программа реализуется в таких населенных пунктах, как Нестеровская, Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун и Биертюрт. Всего собираются проложить трубы общей протяженностью 108 километров, пробурить 9 артезианских скважин, а также установить 4 накопителя. Все эти меры направлены на то, чтобы
чтобы раз и навсегда решить вопрос нехватки воды в Сунжинском районе. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Молодежный совет Почты России подключился к всероссийской акции «Эко-Грин Челлендж» по озеленению территории. Акция проводится с целью популяризации экологического движения и улучшения природного климата всей страны. В рамках проекта почтовики высаживают деревья и проводят субботники по всей России. Сегодня 15 деревьев активисты высадили на аллее Матери в Магасе. В ответственном зеленом деле участникам молодежного совета помогали коллеги-почтовики и их семьи. Участие в акции – лишь первый небольшой шаг на пути массового озеленения. В планах продолжить это начинание и в следующем сезоне. Почта России часто проводит благотворительные акции. Если говорить о молодежном совете, то у нас уже второй год работает молодежный совет. И провели очень много благотворительных акций. Мы посещали в этом году ветеранов Великой Отечественной войны, с подарками ездили, участвовали в бессмертном полку, посещали детские дома-интернаты. Также мы проводим благотворительную акцию с детьми в коррекционной школе. Мы приглашаем детей в отделение почтовой связи и как презентуем почту, рассказываем о почте детям. Мы были недавно в башенном комплексе «Эгикал», провели там такой масштабный субботник, собрали около 100 мешков мусора. И сейчас у нас продолжение, мы сажаем деревья. Сегодня у нас черемуха, клен и сирень, все по 5 штук. 120 призывников отправит Ингушетия в ряды вооруженных сил России в ходе осенней призывной кампании. Первую группу новобранцев из республики будут провожать в середине месяца. Они будут служить в воздушно-десантных, сухопутных, железнодорожных войсках, военно-воздушных силах и в Нацгвардии. Никаких временных изменений в обязательной армейской службе в этом году нет. Солдатская казарма заменит родной дом для новобранцев ровно на год. Ход кампании обсудили на совещании в военкомате. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Проводили. Мало войска Кохбезмба служит. Космический, танковый, куда? Личные дела призывников, психологическое состояние, также учитывается финансовое и семейное положение новобранцев. Осенняя призывная кампания, стартовавшая с начала октября, продлится до конца года. Молодые люди могут даже сами выбрать, в каких войсках хотят нести службу. В военном комиссариате провели заседание призывной комиссии с председателями и членами осенней кампании. Представители казачества, администрации Назрановского района, также врачи-специалисты, сотрудники правоохранительных органов и автошколы. Числа 16-го первый отправка Данилу где-то войти на армию боевика. В рамках этой призывной кампании ряды вооруженных сил России пополнят 120 призывников из Ингушетии, 47 из которых с Назрановского района. Члены комиссии отметили высокую явку и желание молодежи отдать долг родине. Где дислоцируются воинские части и где они будут проходить военную службу? Ответы на эти вопросы, также разъяснительные работы с призывниками проводят здесь постоянно. По словам Хаджимурата Сапралиева, очень важно предоставлять им помощь в адаптации на новом месте, взаимодействие с их родителями и командованием воинской части. Космические войска, ракетные войска, десантные войска. Все виды вооруженных сил, которые имеются в российской армии, у нас пройдет призыв. Как неудивительно, даже без получения повесток молодежь является в военный комиссариат. На что я отмечаю свое внимание, что молодежь в последнее время тянется и к учебе, и к военно-учебным заведениям поступать, и вооруженные силы. Уже в ближайшее время под военные знамена смогут встать и профессиональные водители категории «С». Обязанности ДОСААФ является ДОСААФ России по подготовке специалистов по ВУЗ 837, подготовка водителей, направленных с военных комиссариатов для дальнейших прохождения военной службы в войсках водителями категории 837. Подготовлено весна 75 человек, осень 45 человек. В итогом получается 120 человек на сегодняшний день. Годен или нет обязательная процедура для призывника пройти медкомиссию, в ее составе 7 специалистов. Если вердикт хотя бы одного из них будет отсутствовать, результаты освидетельствования считаются незаконными. На данный момент у нас
около 7 специалистов. Это хирург, терапевт, психиатр, дерматолог, окулист, стоматолог. И все, каждый специалист, как я и говорил, смотрит призывника по своей специальности. При наличии какой-либо патологии они направляются на обследование. При выявлении или какой-либо патологии ставится статья, и отсюда вводится их годность по категориям А, Б. Достойно служить и быть верным своей присяге – святая обязанность солдата. Призывник уже сейчас должен понимать, что он щит и меч своего государства и в первую очередь лицо своего народа. Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24. В сельском поселении Сурхахин близится к завершению строительства первого детского сада на 220 мест. 3 этажа и 16 аудиторий. Для каждой из 8 групп выделены 2 просторные аудитории для сна и досуга. Для будущих воспитанников предусмотрели спортзал, большой актовый зал и пищеблок со всем необходимым оборудованием. Новое здание возводится по всем стандартам качества, утвержденным Министерством строительства. Все материалы строго по проекту, по смете. Даже если мы заменяем те или иные материалы, мы согласованно не строим. И только в этом случае от себя мы ничего не меняем. Мы практически строительные работы полностью завершили. Сейчас мы подготавливаем документацию исполнительную к сдаче объектов в эксплуатацию. Так, по строительной части практически полностью всю оборудование завезли, поставили. А из их окна прямой выход на федеральную трассу. Жители Насыркорта и Гамурзиева бьют тревогу. Владельцы, чьи дома находятся в зоне реконструкции участка автодороги «Кавказ», сетуют на стесненные условия проживания. По их словам, после завершения реконструкции трассы подъезд на автотранспорте к домам станет невозможным. Почему обещанные выплаты и выделение других земельных участков игнорируются муниципалитетом, не проводится никакой разъяснительной работы. В непростой ситуации попыталась разобраться Амина Бокова. Ни обочины, ни тротуара, а сразу федеральная трасса прямо за воротами. Сейчас сложно представить, но после реконструкции участков от Кавказ подъезд к дому Ахмедхана Дзангиева, по всей видимости, будет выглядеть именно так. И ему, к слову, повезло больше, чем соседям. Если ворота Ахмедхана от трассы отделяет хотя бы 1 метр, то у Тамерлана Коригова это расстояние в 3 раза меньше. Более того, участок дороги расположен значительно выше, чем дворы местных жителей. И если сейчас люди добираются с трудом, то после завершения реконструкции это станет практически невозможно. Здесь у нас будут сейчас ставиться щиты, защитные щиты для шумопоглощения. Как нам объяснили, это будут щиты размером 4 метра. Здесь будут забиваться сваи. Потом у нас будет идти внутренняя дорога. Как нам объяснили, вот внутренняя дорога заканчивается вот здесь. Вот здесь заканчивается внутренняя дорога, хотя здесь у нас идет водопровод, проведена труба для водопровода. Как эта дорога будет идти, мы не знаем, во-первых. А во-вторых, вот смотрите, расстояние этой внутренней дороги, выход с двора у нас занимает только 30 сантиметров. Как должны люди выходить, мы не можем понять. Вот на этом участке они где-то еще предусмотрели какой-то участок дороги заезда-выезда. На некоторых участках даже не предусматривается строительство вот этой внутренней поселковой дороги. Даже не предусматривается. Пытаются сделать какие-то временные заезды, выезды. Хорошо, приехала скорая помощь, где она должна развернуться, где она должна заехать, пожарные машины, как они должны стать. Вот вопрос в чем. Где будут протекать ливни, каналы ливневых вод, точно. Не предусмотрено ничего. Тротуары. Должны люди ходить по улицам. Это тоже не предусмотрено. Изначально автодорога имела статус 2 категории. После реконструкции ей будет присвоена категория 1Б. Для распределения транспортных потоков на объекте построят 3 транспортные развязки разных уровней. А проезжая часть будет расширена до 4 полос. Для этого пришлось задействовать жилые участки, расположенные вблизи трассы. Да, это значительно разгрузит поток машин. Но вот у местных жителей поводов для радости нет. Одно дело, если бы компенсации выплатили,
или переселили, но пока только одни обещания, рассказывает местный житель. К нам приходили из администрации, из автодора люди, да, специалисты, и сообщали о том, что дорога будет расширяться, что дома ваши будут непригодны, соответственно, для проживания, они будут сноситься в оккупации у нас. И мы давали расписку о том, что мы не будем ремонтировать, строить. То, что после расписки, что будет построено, не будет оплачивано. То есть, соответственно, нас поставили известно, чтобы мы не строили. И если есть необходимость, мы готовы уступить свои дома, да, как по закону полагается. И сегодня никто из представителей, так сказать, строительной фирмы или кто-то еще нам как-то этот вопрос не решает. То есть кто должен этим заниматься, мы не можем даже понять. 26 километров, 4 полосы, более 80 единиц техники и сотни специалистов-дорожников. Сразу на нескольких участках. От начавшейся стройки в близлежащих домах потрескали стены, плиты на крыльце, разошлись полы. И это лишь малая часть ущерба, нанесенного жителям. Страдают и предприниматели. Прямого подъезда от трассы к магазинам, которые располагаются вдоль дороги, нет. И после завершения реконструкции тоже не будет. Только в специальных отведенных местах. Да и припарковаться рядом с торговыми точками не получится. Я платил налоги, у меня там человек 15 рабочих мест, я там создал. Все пропало. В Гамурзиево ремонтные работы пока не начались, но жителям улицы Магистральная уже пришли уведомления о начале реконструкции трассы. Я, допустим, переживаю за свой бизнес. Я уже 2-3 года не могу никак не ремонтировать, ничего не делать. Я абсолютно, не знаю, недоумение вы, одним словом. Привлечь внимание общественности к последствиям расширения федеральной трассы. Местные жители надеются через СМИ. Инициативная группа граждан собралась в редакции газеты «Ингушетии». Муниципальные власти, по словам жителей, молчат. Поэтому решать свой вопрос они намерены через прокуратуру. Мы ничего не требуем, никаких поблажек, никаких уступок, никаких там помощи. Мы требуем только, чтобы по отношению к нам исполнялись федеральные законы. Было совещание у заместителя председателя правительства по этому вопросу. И где-то буквально в четверг, пятницу планируется у главы республики расширенное совещание с участием нашего руководства с Пятигорска. Проблема по выкупам есть, она затянулась, но работа уже по этому вопросу начата. Вышло 2 распоряжения, буквально в этом распоряжении 190 адресов. Всем этим собственникам разослано уведомление о предоставлении документов. После этого идет этап оценки, дальше соглашение будет с ними заключаться. А когда оценщики появятся в домах жителей и сроках выплат компенсаций говорить пока рано, ведь их вопрос еще должны тщательно рассмотреть. А реконструкцию ингушского участка ФАТ «Кавказ» планируют завершить на 2 года раньше, в ноябре 2020 года. Сегодня готовность объекта составляет около 50%. До конца текущего года для передвижения будет открыт участок протяженностью 5 километров. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Рахман Суров. Новости 24. Сотрудники ингушского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети продолжают серию выездных презентаций о цифровом телевидении. О предстоящих изменениях в телевещании на этот раз рассказали учащимся школы в Мужичи, сотрудники отдела информационных технологий. Так, всероссийский переход на цифровое вещание финиширует 14 октября. В этот день на цифру перейдут последние 20 регионов России. А это значит, что им бесплатно станут доступны 20 федеральных каналов в высоком качестве. Но чтобы его принять, нужен современный телевизор или же специальная приставка к старому. А самое главное, такая система не требует абонентской платы. Встреча прошла в виде викторины, где учащиеся отвечали на вопросы сотрудников РТРС. Приятным бонусом для отличившихся стали приставки. Объясняли, на каких частотах ловят цифровые каналы, сколько цифровых каналов. Провели викторину. Мы активно отвечали на все заданные ими вопросы. Я постараюсь, придя домой, настроить подаренную мне приставку. Провели несколько презентаций, если не ошибаюсь. Это 5-я презентация. Проводили в разных населенных пунктах. Объяснить зрителям, телезрителям, что это такое цифровое телевидение, сколько каналов оно в себя включает,
как правильно подключить приставку, например, цифровую приставку, какие устройства для этого лучше всего подходят. Устройство, допустим, должно быть обязательно стандарта DVB-T2. Что поравнялись на классика. 19-й Сагапшинской школе присвоили имя Ахмета Бокова. Талантливому ингушскому писателю в этом году исполнилось бы 95 лет. В торжественном мероприятии приняли участие представители регионального Минобра и, конечно же, родные писателя. К историческому событию учащиеся подготовились основательно. Они говорили знаменитыми фразами классика и рассказывали о его произведениях. Репортаж Тамары Хашагульговой. Он скромен был, довольно прост в общении. Смущался от внимания порой, был молчалив, задумчив и в волнении. Как мало говорил вам наш герой. И все это об Ахмете Хамиевиче Бокове, ингушском писателе и драматурге, человеке с огромной любовью, воспевавшем в своих произведениях родной край, его прошлое и настоящее, свою малую родину Сагапши, где родился и вырос. Ахмет Боков, пожалуй, один из самых известных писателей республики, самый яркий представитель родного села. В небольшой горной республике Чечено-Ингушетии живет и работает ингушский прозаик Ахмет Хамиевич Боков. Повседневно общаясь с прототипами героев своего романа, писатель шел не позади, а впереди описываемых ими событий и одержал творческую победу. С такими словами о нашем односельчанине, талантливом писателе, выступил на пленуме правления Союза писателей СССР писатель Сергей Михалков. Имя, навсегда вошедшее в историю Сагапши, теперь с гордостью будет носить и 19-я школа. И не случайно. Всем своим духовным и материальным богатством сагапшинцы обязаны таким личностям, как Ахмет Боков. Такая историческая связь просто не могла остаться неотмеченной односельчанами. Гордые потомки спустя 95 лет со дня рождения Ахмета Хамиевича с таким же трепетом говорят о мастере пера, посвящают ему песни и стихи. Для Селимы Даурбековой произведения писателя давно стали родными. Мне очень приятно, что именно сегодня, именно нашей 19-й школе присвоили имя известного писателя, ингушского писателя Ахмета Хамиевича Бокова. Я знаю очень много его произведений, могу даже перечислить, например, роман «Юрский горизонт». Мне бы хотелось очень отметить то, что именно в романе «Юрский горизонт» прототипом главного героя Османа Алиева является мой родной дедушка, заслуженный нефтяник Чечено-Ингушетии Галаев Иса Алиевич. И мне очень приятно, что именно прототипом он взял моего дедушка. «Багровые зори», «Сыновья Беки», «Трудный путь» и первый сборник его прозаических произведений «Райхант». В каждом произведении он с большим трепетом описывал природу, быт и трудолюбие жителей Сагапши. Любовь к литературе, впитанная, если не с молоком матери, то точно со школьной скамьи. Одноименная повесть из последнего сборника, кстати, написанная больше 50 лет назад, не теряет своей актуальности и по сей день. Герои произведения оживают перед зрителями. Сценку об имени ребенка, которую нельзя называть из уважения, вызывает улыбки у зрителей. В зале сегодня те, кто так или иначе связан с ингушским классиком, родные, близкие, почитатели его таланта. Гапур Боков, племянник Ахмета Хамиевича и продолжатель его пути, поэт и журналист, сегодня тоже в числе почетных гостей. Для него дядя был поистине ярким примером того, каким должен быть настоящий ингуш. Более интеллигентного, более мягкого и более доброго человека я не встречал, не потому, что он мой родственник, и не потому, что там я его как-то близко знал, а потому, что он по натуре был такой. Он родился таким. И, видимо, только поэтому и стал таким писателем, народным писателем. Говорил с людьми, с читателем на таком прекрасном языке. И поэтому его понимали все, и стар, как говорится, и млад. Сегодня, находясь здесь, в стенах своей родной школы, своего родного села, селения Сагапши, я испытываю гордость и радость одновременно за своего дядю, за Ахмета Хамиевича Бокова. Я считаю, это большая ответственность. Стоит перед детьми, перед школой, перед коллективом школы носить имя великого человека.
На счету Ахмеда Бокова множество наград и званий. Орден Дружбы за заслуги в области культуры и искусства и за многолетнюю плодотворную работу так и не нашел своего героя при жизни. Указ президента о награждении вышел через 2 дня после смерти писателя в апреле 2006 года. В 19-й школе отдать дань памяти ингушскому классику лелеяли много лет, но претворить ее в жизнь удалось только спустя 13 лет после его смерти. 4 года назад, когда отмечали 90-летие Ахмеда Бокова, мы обратились с ходатайством о присвоении нашей школе имени вот этого замечательного писателя Ахмеда Хамиевича Бокова. Почему мы обратились с такой просьбой? Потому что, во-первых, он родился в нашем селе, вырос, учился. Почти все произведения его связаны с жителями. Он описывает жизнь, быт жителей нашего села. Поэтому было бы стыдно нам не обратиться с такой просьбой. Каждый ученик, переступая порог школы, будет вспоминать великого писателя. Теперь эта памятная доска – яркий пример молодым людям, которая будет прививать любовь к вечным ценностям, а еще приумножать знания о творческом и жизненном пути классика ингушской литературы. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Непобежденный чемпион М1 Челлендж в легчайшем весе Мусор Евлоев вернется в октагон 26 октября на турнире в Сингапуре, а его соперником станет перуанец Энрике Барзола. Напомню, Мусор Евлоев успешно дебютировал в UFC на турнире в Санкт-Петербурге, победив южнокорейского ударника Сен Ву Чоя. 31 августа российский боец должен был выступить на турнире в Китае, но поединок был отменен после того, как с боя снялся британец Майк Гранди, а затем заменивший его китаец Жен Хонглю. Энрике Барзола в предыдущем поединке вернул карьеру в успешное русло после поражения от Кевина Агилара, выиграв раздельным решением у Бобби Мофетта. Около 20 детей из Ингушетии примут участие в 4-м большом слете туристов «Артека». Он пройдет с 3 по 4 октября в Севастополе. Планируется, что в этом году мероприятие, которое объединит более 3000 детей, пройдет на 2 площадках. За время двухдневного слета более 1000 ребятам из 83 субъектов страны предстоит поучаствовать в турпоходах, научиться ставить палатки, разводить костры, изучить основы приготовления пищи в походных условиях. Остальные артековцы будут осваивать и совершенствовать свои практические умения и навыки в области туризма на локациях Международного детского центра. В программе слета также запланированы авто- и велотуризм, рок-фишинг, каякинг, конкурсы, игры и мастер-классы. Ингушетия гордо заявляет о себе в мире карате. 9 воспитанников спортивной школы имени Хамзата Дзейтова стали призерами сразу 2 всероссийских турниров. После громких побед спортсмены уже приехали на родину и вновь окунулись в тренировки. Идрис Ижиев пообщался с победителями. Японские боевые искусства имеют огромную популярность среди ингушской молодежи. Если в дзюдо наши спортсмены давно укоренили себя в статусе профессионалов, карате только набирает популярность. В спортивной школе города Карбулак тренируют будущих каратистов с малых лет. На отдых времени нет. Сегодня они проводят усиленные тренировки в родном зале. Одним из тех, кто порадовал своего тренера и завоевал золотую медаль чемпионата страны, стал Алихан Цычоев. Выступив в весовой категории 68 килограмм, он провел несколько поединков, не оставив своим соперникам ни единого шанса на победу. В моей категории было соперников 11, насколько я помню, а боя у меня было 3. 3-й был финальный бой. А какой самый тяжелый, по-твоему, бой был? Самый тяжелый был 2-й бой. Соперник был сильный. Победила я благодаря тренировкам, усердию. Этот чемпионат России был отбором на чемпионат мира. Он будет проходить в ноябре с 21 по 25 ноября. Плечом к плечу с Алиханом в зале отрабатывает удары еще один призер соревнований, но уже юношеского уровня. Мавсар Хамхоев отстаивал право сильнейшего в весовой категории 42 килограмма. В карате он пришел 5 лет назад. Тогда, будучи еще в 1 классе, насмотревшись фильмов с участием знаменитого Жан-Клод Ван Дамма, решил, что карате – вид спорта именно для него, и ни разу не пожалел о своем выборе. В финале всероссийских юношеских игр Мавсар встретился с опытным бойцом. До победы не хватило совсем немного. Долго тренировалась, 4-5 лет. Я провел 2 боя. 3-й мне не повезло чуть-чуть. Я отобрался на чемпион мира. На чемпионате уровень выше, надо тренироваться 2-3 раза в день.
Абдул-Азиз Шаухалов с первых дней прививает своим воспитанникам одно из наиболее важных качеств хорошего каратиста – терпение. Именно это позволяет выждать момент для точного удара. Тренер воспитанниками доволен, однако это не повод расслабляться. Ребята очень хорошо были подготовлены. Некоторым ребятам чуть-чуть не хватило в финале. 2-3 раза в день тренировались, готовились. Мы работаем на выносливость и на скорость, чтобы ребята работали на скорость. Здесь в карате побеждает скорость. Это как бы олимпийский вид спорта. Сейчас в 2016 году внесли олимпийский вид спорта карате, ограниченный контакт. Вот. И здесь побеждает большинство, скорость побеждает. Усиленные тренировки и работа над ошибками. Именно этим будут заняты спортсмены в ближайшее время. Впереди каратистов ждут очередные соревнования. Им предстоит представлять Ингушетию на чемпионате мира, который пройдет в ноябре этого года в Москве. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.